То была удивительная эпоха хрущевской оттепели и некоторой вольницы, когда стало как-то легче дышать, когда уже не было тотальных посадок за неосторожное слово, за безобидный анекдот, и выпущено на свободу тысячи, миллионы так называемых врагов народа. Но уже назревал новый культ очередного партийного вождя, дорогого Никиты Сергеевича. И попереть против генеральной линии партии, даже в то относительно вегетарианское, в сравнении со сталинским временем, было весьма чревато для поста, чина и вообще прочного места под солнцем. А он выступил, наш герой, и звали его Степан Гаврилович Охлопков. Но об этом позднее. А пока... Когда он бывал дома, это был такой праздник для нас. Я вот это очень хорошо помню, как мы лежим все вместе втроем. Мы у него на животе с братиком, нам 4-5 лет. И он поет «Чокара тюмю туну». Вот этот младенчик на руках счастливого папы, старшая дочка Степана Гавриловича, будущий профессор нашего университета, ведущий научный сотрудник Института физтехпроблем Севера Сибирского отделения Российской академии наук имени Ларионова и правнучка Алексея Кулаковского, великого якутского писателя-просветителя Айталина Степанна Сыромятникова. Это песня про мальчика, у которого уехал отец, они с мамой, топить им нечем, кушать им нечего. И, насколько я помню, все-таки так в конце песни отец-помощник и не появляется. И мы так плакали с братом. Но это были, вот я помню, это слезы были и жалости, и горести, и сладости от того, что папа рядом, он теплый, он наш, он мой. И вот эти вот воспоминания, конечно, очень остались в памяти детской. А то, что это он пел про себя, это действительно я как-то об этом тогда, естественно, не думала. Он же ведь остался сиротой в 4 года. У него мама умерла, остались 3 детей, старшая сестра 7-летняя, он 4 лет и младший брат 2 лет с отцом. И, конечно, у него было детство очень тяжелое. Детство сироты, когда они жили с другими людьми, они всегда были немножечко все-таки обделенные. Не свои, правда? Да, конечно. Хоть, может, и родня была такая, конечно, да? конечно. Но они в основном, все-таки отец их пытался держать у себя с собой один, очень старался им дать детство, да, но, по всей видимости, это очень трудно получалось, потому что в своих воспоминаниях отец пишет о своем очень тяжелом детстве, о своей потере.
А вот эта скромная любительская фотография остановила наисчастливейшее мгновение жизни. Это свадьба двух красивых, ярких, равнозначных друг другу людей – Степана Охлопкова и Раисы Кулаковской. Раиса Рясовна – старшая внучка великого писателя, философа-провидца Алексея Кулаковского, оказалась достойной своего деда. Ее знает наша республика как педагога-энтузиаста, сделавшего невероятно много для развития якутской национальной школы, для возрождения традиций якутского народа, по изучению истории и литературы. Они прожили очень хорошую жизнь. Мама сейчас говорит, что она счастлива, что прожила жизнь с таким человеком. Прямо мне запало в душу. Он писал, когда уже заболел, он уже писал в своих, воспоминаниях, он писал о том, что я так хотел маме делать подарки. Сперва я возил одежду, потом думаю, одежда, она изнашивается. Потом возил посуду, потом думаю, посуда разбивается, ничего не останется. Потом понял, надо нам ездить, повидать мир. Вот самый хороший подарок, который я могу ей сделать, это оставить в памяти эти поездки. И он очень рьяно за это взялся. Они объездили там больше 20 стран. Но они немного раз ездили, может быть, 2 или 3 раза, но тем не менее с такими круизами большими, с хорошими воспоминаниями. Да, и мама тоже сейчас говорит, что это самые лучшие воспоминания ее жизни. Это шикарнейший подарок. Да, это вот муж, который так хочет, чтобы жене было хорошо. Они очень друг друга и дополняли, и поддерживали во всех начинаниях, вот во всех. Мама работала учителем, она отличник народного просвещения, она известный учитель, у нее кабинет всегда занимал какие-то места, якутский язык и литературы. Папа всегда был у нее помощником в этом деле. Он находил там, составлять ей папки, делать какие-то записи. Например, он всегда приглашал, у него же был очень большой круг общения. Он был знаком со всеми выдающимися людьми своего времени. И он приглашал к ученикам школы известных писателей. Имя Кулаковского, Эксекулях Алексея, тогда было под запретом. Полузапретно, да. Его не печатали, его еще много критиковали. И столетие, это был 1977 год, столетие справили в Барагонцах силами своих родственников. Союза писателей отметили здесь, в Якутском театре, при небольшом стечении народа, как сейчас говорят, нас там не было, а потом все поехали в Барагонцы. И принимал их всех Риас Алексеевич и Степан Гаврилевич, мой отец. У нас дома гостей было человек, наверное, 20. Райком не разрешил сделать встречу или там чествование в клубе или еще в каком-то таком месте. Сказали, обкому это не понравится. И поэтому все эти встречи, все разговоры, все выступления проходили у нас в Барагонском доме. Папа, конечно, был абсолютной опорой, другом, надеждой для своего тестя, Риаса Алексеевича. Когда гоняют все время, всю жизнь, на протяжении всей жизни твоего отца очерняют, эта жизнь непростая. Конечно. Это надо все вытянуть, это надо оставаться сильным, верящим. Риас Алексеевич таким и был. И в этом ему очень помогал папа. Он помогал и материально, что называется, и служил духовной опорой. Они все время очень много говорили, все письма они обсуждали, все решения пленума обсуждали. То есть это были 2 равных личности, которые могли на равных говорить. У Риаса Алексеевича таких-то особо-то и не было, кроме моего отца. И они друг друга очень дорожили. И у них была большая дружба. Мама, конечно, она хранительница очага, и ее столы никто никогда не забывает. Когда папа заболел, я думаю, мама, она же оптимистка, она очень жизнерадостный такой человек, эмоциональный, жизнерадостный. Она все время говорила, что ее тогда назначили директором Ленинска, только еще виртуального, скажем так, еще не существовавшего музея. И она говорила, а я, думала,
я сейчас стану директором, папа поправится и будет директором. Вот я так думала, говорит. А папу разбил тяжелейший инсульт. Он 13 лет вот буквально прикован был к постели. Но тем не менее, мама верила, что он встанет, что все будет хорошо. И вот благодаря этой вере, потом папа же вот эти 13 лет он прожил очень достойно, очень продуктивно, скажем. Он написал две повести прекрасные. Он организовал у себя клуб дома, дискуссионный, общественно-политический клуб «Позиция». Туда приходили руководители организаций, которые тогда работали, приходили общественные деятели, самые такие неравнодушные люди, и они пытались выработать мнение, общее мнение, чтобы поддержать людей. Вот в это такое перестроечное время люди могли меняться своим мнением, люди могли вырабатывать свою позицию. Это, я считаю, что вот человек, он лежит, он болеет, но тем не менее он болеет за судьбу страны, за судьбу своих людей. Это, я считаю, что это, ну, конечно, геройство. Это его позиция, в этом он очень... Для меня это очень наглядный пример того, какие люди строят жизнь. Что оставил на нашей бренной и неспокойной земле этот сильный духом человек? Оставил очень богатое наследство, верных друзей, книги, ближний круг любящих его людей, но прежде всего память, а в этой памяти он живой, любящий, полнокровный, созидающий эту до сих пор не обустроенную жизнь. Он оставил для внуков 10 заповедей, да? Эти заповеди он писал во время болезни. Это такие очень человеческого плана советы детям, как правильно прожить среди людей, как правильно себя вести. И в эти заповеди он вложил всю свою любовь, и я считаю, что в нем звучит забота о том, чтобы его внуки, его правнуки, его потомки жили правильно. Я всегда говорю, вот человек, он очень четко с детских лет должен знать, что такое хорошо, что такое плохо. Он должен жить правильно. Ну, например, он пишет о том, как надо встречать гостей. Он пишет о том, что обязательно на пороге должна быть сперва улыбка. Каждый гость достоин твоей улыбки. И представьте себе человек, который это с детства знает об этом, как ему легко потом, знает, усвоил как закон, как ему хорошо. Он всегда будет слыть гостеприимным человеком. Это уже хорошо. Либо он говорит, что дорожите своими друзьями, потому что когда вам будет тяжело, в первую очередь рядом будут ваши друзья. Либо он пишет о том, что всегда окружайте любовью и заботой свою бабушку. Это он заботится о своей жене, моей маме Раисе Рясовне. Он это нам пишет как завещание. Будьте рядом с ней. И слушайтесь ее, вот как он пишет, слушайтесь ее. Конечно, эти заповеди, они как закон жизни. Так же ведь? Как закон жизни. Либо он говорит о том, что всегда старайтесь вникать в думы, в трудности других людей. Всегда их старайтесь понимать, тогда вам будет легче с ними общаться. И это действительно это как закон, когда ты разговариваешь с человеком, когда ты как-то взаимодействуешь с человеком. В первую очередь, конечно, ты должен понять, кто он, какие его чаяния. Это настолько естественно и настолько понятно. И если он пишет, значит, это очень важно. Это важно. Потом он говорит о том, что если настают трудные времена, не надо вот себя загонять в угол. Будьте, наоборот, спокойнее, расправьте плечи и станьте шире.
Вот как он пишет. И он действительно этому следовал, потому что никогда я его не видела, чтобы он был в панике, чтобы он показывал свою тревогу. У него же были очень сложные времена в жизни, Ой, да, не сложная говорите, судьба. очень-очень Он никогда сложная. этого не показывал и всегда оставался спокойным, вдумчивым, конструктивным, деятельным. То есть вот оставаться человеком в любых ситуациях, конечно, это его такая большая заповедь, которой трудно следовать, но надо, стараться надо. И очень такая заповедь, которая, может быть, она не всем может быть принята, но я ее принимаю вот на все 100%. Она звучит таким образом. Если встретишь плохого человека, просто отойди. Я тоже все время, я всегда говорю, я не буду обсуждать его плохие стороны. Я даже не буду это обсуждать. Я даже думать об этом не буду. Я просто отойду. Как ни странно, слезу прошибает у всех членов нашей семьи при взгляде на олимпийского мишку. Вот. Это талисман всей нашей семьи, там вот он сестры, рядом брат, с вами, да, возьмите его. вот он. Дотянетесь? Мы его называем, все называем олимпишка мишка. Это папа привез с Олимпиады 80-го года в Москве. Он ездил, да, туда? Он туда ездил. Ой, Как мама говорит, он поехал такой без денег, у него вообще денег не было. Как он жил, я до сих пор не знаю. Но вот единственное, что он привез, он зашел вот с этим олимпишка мишка для младшей сестры, ей тогда было 10 лет, она его просто обожала. И мы все почему-то его очень полюбили, очень сильно. И в своих, после, когда он уже болел, папа пишет, больше всего я мечтаю о том, чтобы моя Рая, это вот младшая, я мечтаю увидеть ее детей. Вот он пишет. А ей тогда, сколько лет? 15, может быть, было, да, когда он это пишет. И вот эта вот Рая, она, значит, выросла, вышла замуж, у нее теперь 3 мальчиков, оба старших учатся в Московский энергетический институт, оба кандидаты в мастера спорта по шашкам, замечательные ребята. Один из них золотой медалист республиканского лицея, наш Андрюша. Андрей, он очень похож на дедушку. Просто вот одно лицо. И всех внуков, вот Раин средний, это, конечно, Степан Гаврилевич. И, видимо, способности к учебе. Папа же закончил с красным дипломом и университет закончил. Он первый выпускник, кстати, нашего университета. С красным, то есть учился он, конечно, очень хорошо, у него выдающиеся, видимо, способности. Сельхозтехникум он с красным дипломом потом закончил. Иркутский сельхозинститут закончил. Образование у него хорошее. И, видимо, вот этот Андрей пошел в дедушки. Я все время, когда смотрю, вот уже сейчас, когда я смотрю на этого мишка, я все время думаю, ой, как бы папа гордился Андрюшей. Прямо одно лицо, одни речи какие-то, одни способности. Так что вот это его мечта о том, что пусть у Раи будут детки, и они такие замечательные у нас родились, это радует. Папа мне писал в аспирантуру. Больше-то он мне особо не писал, потому что надобности не было. Я училась в Якутске, мы часто виделись, а в Москву он мне писал. И тут он мне пишет, в нескольких местах есть о том, что моя дочь, вот Кира, которая оставалась, ей было 1,5 годика, они смотрели за ней до 5 лет. Он несколько пишет, наверное, Кира станет экономистом, потому что она так хорошо планирует, она планирует весь день наперед. Потом в другом месте пишет, Кира любит считать, наверное, она станет экономистом. И что вы думаете? Ребенок у меня закончил финансово-экономический институт и сейчас руководит департаментом Министерства экономики. Памятная очень вещь, с которой связана красивая история, это МЦ-21, автомат. Это штучное ружье с Тульского завода. Оно пришло в Усерданский район, и его выделили моему отцу. И я помню, как пришли, вот, наверное, это был
председатель охотобщества, еще кто-то. И вот с этим ружьем упакованным, красивое ружье, все такое разукрашенное, автомат, это слово у нас звучит дома. Все такие радостные. Поехали стрелять по мишеням. Там Риас Алексеевич, у нас еще мы все вместе жили. Все мужчины просто взбудораженные. Приезжают, говорят, ой, не ружье, а песня. Прямо каждый, прямо все прекрасное, вот они говорят. И тут папа видит, что Риас Алексеевичу очень это ружье, естественно, понравилось. И я даже, мне кажется, что я помню. Он на него так посмотрел и сказал: Риас Алексеевич, я вам дарю это ружье, пользуйтесь им до тех пор, пока вы охотитесь. Оно будет ваше. И я помню, как дедушка обрадовался, и он же с ним не расставался. И он до конца вот жизни, это ружье было у Риаса Алексеевича. А потом, когда Риас Алексеевич ушел, папа его назначил моему сыну Диме, как старшему мальчику-внуку. И поэтому это ружье осталось у нас. Виталина, вам сейчас папа помогает? Вот оттуда. Вы чувствуете как-то его заботливый взгляд? Вы знаете, когда мне тяжело, я все время думаю про отца. И я про него думаю всегда таким образом. Вот родители, вообще родители, они могут оставить ребенку два богатства, которые будут сопровождать его всю жизнь и будут служить его силой, его вектором, его опорой. Это доброе имя свое. И это любовь. И когда мне плохо, когда меня обижают или случаются тяжелые времена, темные дни, я все время себе говорю, как меня папа любил. Это моя опора. По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Степан Гаврилович почему-то очень любил эту песню, любил ее петь, и при этом голос его дрожал, а на глаза у этого сильного духом человека наворачивались слезы. И никогда эта песня до конца не была допета.